Говорит и показывает Кызыл. Так называется выставка, посвященная двойному юбилею ГТРК Тыва. Здесь представлено оборудование, которым пользовались тувинские теле- и радиожурналисты в разные периоды своей работы. Много архивных фотографий и документов. Самым раритетным экспонатом на выставке считается этот динамик, который в годы войны звучал в здании Тувинского обкома КПСС. Это нынешнее здание Верховного Хурала. Это радиотарелка. О войне, что там в войне творится, как наши там воюют, все это информацию давали через радио. По фотоработам можно проследить историю ГТРК с ее основания. Первая радиотрансляция в Туве состоялась 29 августа 1936 года, а лето 1966 ознаменовалось великим для республики событием. Зажглись экраны телевизоров. Первой женщиной-диктором стала Дыды Сотпа. Когда начинали телевидение, это для нас, для тувинских жителей, это было чудом. Чудом, особенно когда зазвучала тувинская речь, это было такое восхищение, радости у населения, телезрителей. Первыми телезрителями стали кызылчане и жители близлежащих поселков – Эрбика, Карахака и Черби. В числе первопроходцев тувинского телевидения приглашенные специалисты из Бийска и Абакана. А диктор Сергей Кандинкин быстро и надолго завоевал любовь телезрителей и внес огромный вклад в дело создания и становления Кызылской студии телевидения. То телевидение, которое я работала, и сейчас, конечно, большая разница. В техническом отношении это вообще такой прогресс. Не зря 21 век назвали 21 век – это век технического прогресса. В наше время техника была очень тяжелая, такая, особенно когда журналисты там отправлялись на командировку, они прямо тут целую машину загружали. Целую машину, там камеры были очень тяжелые, и все работники там, кинооператор, там осветитель, редактор, там целых 4-5 человек там отправлялись по всем районам. На церемонии открытия выставки сотрудники и ветераны компании были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами за многолетний и добросовестный труд. Настроение у меня хорошее, что меня наградили. И желаю своим компании ГТРК-2 успехов. И всем работникам, главное, здоровья желаю. С подарками и поздравительной речью от имени Союза журналистов России и Тувы выступили Эльвира Лифанова и Надежда Антуфьева. Специальные часы, на которых есть не только 2 стрелки, 3-я секундная, не только термометр, Андрей Иванович, прошу смотреть сюда, по Цельсию и по Фаренгейту, но и еще и специальный циферблат. Эта стрелка определяет градус творчества и одновременно градус общественной работы в Союзе журналистов. Уважаемые коллеги, участвуя в конкурсе журналистского профессионального мастерства «Гальматолитовое перо», вы прекрасно знаете, как нелегко его получить, потому что это высокая оценка профессионального жюри, опять же таки ваших коллег. Но я считаю, что и ваш коллектив, и Андрей Иванович достоин этого пера, пусть он стоит у вас в кабинете. И, Андрей Иванович, зажигайте новые звезды. Посетить выставку в Национальном музее и увидеть уникальное телевизионное и радиооборудование может любой желающий. Экспозиция будет работать ровно месяц. Чинчика Шпукол, Буяна Юн, Илья Сапон, телекомпания «Новый век».